Доброе утро всем, кто начинает свой день вместе с программой «Утро Якутии» на телеканалах «Якутия-24» и НВК «Саха». Это утро понедельника, с вами встречаю я. Зовут меня Полина Долинская. В Якутске начинают восстанавливать автобусные остановки времен СССР. Мы обсудим эту тему с главным архитектором нашей республики. А также ленские мастерицы расскажут нам, как они превратили хобби в доходное дело. Ну а гость нашей студии расскажет, какие новые меры поддержки предлагает центр «Мой бизнес». Что делать, если вам не возвращают долги? Вам помогут советы нашего юриста. Это и многое другое сегодня в нашем часовом эфире. А также, друзья, мы предлагаем вам создавать эфир вместе с нами. Раз тема нашего эфира, одна из тем нашего эфира сегодня – это восстановление исторического прошлого, мы хотели бы узнать, дорогие телезрители, как вы относитесь к тому, что в республике, в Якутии, а также в Якутске восстанавливают остановки, автобусные остановки времен СССР. Свои варианты ответов отправляйте к нам на номер WhatsApp 8 914 273 44 88. В конце эфира мы подведем итоги. Также напоминаем нашу страничку в Инстаграме «Утро Якутии». Подписывайтесь, ставьте лайки, узнавайте анонсы будущих программ. Ну а также мы работаем, друзья, в прямом эфире. А если у вас нет какой-то возможности смотреть нас в режиме онлайн, то вы всегда можете посмотреть повторы на нашем YouTube-канале як24.ру. Ну и самое время, друзья, перед тем, как выходить из дома, узнать, какая погода за окном. По данным Якутского гидрометеоцентра, в центральных районах в 6 часов утра столбик термометра был зафиксирован на отметке от -6 до 1 градуса. В заречной группе 1 градус холода, 5 градусов тепла. В южных сегодня прохладно в Алдане, 3 градуса со знаком плюс, в Нерюнгри +8. В Вилюйской группе улусов прохладно в Вилюйске и Верхневилюйске -3 в это утро и 6 градусов со знаком плюс в Сунтаре. В Нижнеленских от 0 до 6, в западных 5 градусов выше 0. В Колымо-Индигирской группе улусов от 0 до 7 градусов тепла, в Вианских 4-6. На северо-западе от 6 до 12 со знаком плюс. В городе Якутске температура воздуха на 6 часов утра составила 1 градус ниже 0, атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба. Штиль. В течение дня синоптики обещают нам день без осадков. Ветер северо-восточный подует с порывами от 2 до 5 метров в секунду. Днем 18-20 градусов со знаком плюс. Прямо сейчас ко мне присоединяется наш новостной обозреватель Кристина Якупова с последними и актуальными новостями. Доброе утро, коллеги! Доброе утро, Якутия! Планируется создать на Дальнем Востоке комфортные условия для жизни людей. Об этом и не только сообщил заместитель председателя правительства России, полномочный представитель президента страны в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. Привлечение инвесторов, повышение уровня жизни, развитие Северного морского пути, усиление торговых связей между Азией и Европой и другие вопросы поднимались во время сессии «Глобальные вызовы и возможности для Дальнего Востока и Арктики» Восточного экономического форума. По мнению вице-премьера, все больше внимания к социальной сфере будет уделяться благодаря развитию экономики. На Восточном экономическом форуме также обсудили пути снижения транспортных издержек и повышения качества дорожной инфраструктуры на Дальнем Востоке. Первый заместитель министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Гаджимагомед Гусейнов отметил, что транспортная отрасль ДФО постоянно развивается, и профильное министерство заинтересовано в стимулировании роста объемов транспортных перевозок. Так, по итогам 2020 года грузооборот морских портов Дальневосточного бассейна увеличился по сравнению с прошлым годом на 4,5% и составил чуть более 223 миллионов тонн. Планируется создание восточной транспортной хорды, которая соединит все специализированные морские терминалы. Красная книга России будет переиздана впервые за 20 лет. В нее войдут 443 вида животных, 122 будут исключены из этого издания. Об этом сообщил глава Министерства природных ресурсов и экологии Александр Козлов в кулуарах Восточного экономического форума. Последний раз книгу издавали в 2001 году. Утвержден новый список, потому что за 20 лет ситуация изменилась. 14 видов млекопитающих стали, к сожалению,
сравнению краснокнижными. Министр отметил, что тираж составит 2000 книг. Они будут направлены регионам, в главные библиотеки и в учреждения. Электронная версия издания будет выложена на сайте Минприроды. Боксеры из Якутии выиграли медали чемпионата России, который прошел в Кемерово. Заслуженный мастер спорта Василий Егоров в финале уступил Ахтему Закирову со счетом 2-3 и стал серебряным призером турнира. А 20-летний уроженец Мегино-Кангаласского района Евгений Мартынов удостоился бронзовой награды чемпионата. Оба спортсмена выступали в весовой категории 51 килограмм. К этой минуте у меня вся информация. На зарядку становись. Именно с таких слов несколько десятилетий назад начиналось утро большинства жителей Советского Союза. Призыв делать утреннюю зарядку в те времена звучал практически из всех средств массовой информации, что мотивировало людей заниматься спортом и держать себя в хорошей физической форме. С недавних пор эта традиция возрождается, и мы предлагаем вам сделать нашу утреннюю зарядку вместе с воспитанницами секции художественной гимнастики. Здравствуйте, меня зовут Александра Бронских, я тренер по художественной гимнастике. Сегодня мы покажем вам утреннюю разминку, которую вы сможете повторять в домашних условиях. В этом мне помогут гимнастки сборной Республики Саха-Якутия и воспитанницы спортивного клуба «Либерти». Давайте начнем. Итак, ноги вместе, руки в замок. Готовы. И раз, два, три, разминаем ножки, 4, 5, 6, 7, 8. Другая ножка. Раз, два, три, 4. Активнее. 5, 6, 7, 8. Закончили. Руки положили на коленочки. Начинаем вращательные движения в правую сторону. И раз, два, три, 4. Влево. И 5, 6, 7, 8. Повторили. И раз, два, 3, 4 и 5, 6, 7, 8. Молодцы. Ноги на ширине плеч. Начинают работать плечики вверх-вниз. И раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Еще раз. Раз, два. Внимательно. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Закончили. Руки в стороны. Пальчики сжали в кулачок. Сгибаем локоточки. И раз, два, 3, 4. В обратную. 5, 6, 7, 8. Еще раз. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Работают ручки и круговые движения. Раз, два, 3, 4, в обратную, 5, 6, 7, 8, еще раз, раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ручки оставили с левой стороны, ножки на ширине плеч, круговые движения, можно и раз, два, 3, 4, стоим, 5, 6, 7, 8. Раз, ниже, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Это упражнение поможет вам развить свою гибкость. Итак, ручки в замок. Делаем наклоны к ножкам. И раз, два, 3, стоим. Раз, два, 3, стоим. И раз, два, 3, стоим. И раз, два, 3, стоим. Отлично. Ножки вместе. Начинаем бег на месте. И раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Отлично. Глубокий вдох и выдох. Держим складочку. И раз, коленочки затянуты. 2, 3, растягиваем позвоночник. 4, 5, колени прямые. 6, 7, 8.
Замечательно. Сделали снова глубокий вдох и закончили разминку. Выдох. На этом наша разминка закончена. Надеюсь, что вы повторяли все движения вместе с нами. Будьте здоровы и занимайтесь спортом. Не случайно мы вспомнили советские времена. В городе Якутске на Покровском тракте начали восстанавливать автобусные остановки советских времен. Кто был инициатором данного проекта, какие остановки будут реконструированы, мы узнаем далее. Людмила Нестерова, узнав, что остановку возле ее села Пригородный будут восстанавливать, обрадовалась. Совсем молоденькая она была свидетелем их возведения. В 1979 году эту остановку так хорошо, красиво сделали. И почти мы, жители Пригородного, все выходили сюда. Мне кажется, старые остановки, они все-таки, мы им привыкаем тоже, как людям. Инициатором восстановления 2 остановок советского времени стал Центр компетенции городской среды «Лето». Строительные работы уже начались. Скоро с помощью волонтеров остановки приобретут первоначальный вид. Мы хотим сделать такую колористику, которая была изначально. И плюс еще здесь будет вывеска «Пригородный», название из металлической основы, которую мы тоже не будем менять, а будем восстанавливать и покрасим такой цвет, в котором он был. К сожалению, имена авторов барельефов уже забыты, поэтому инициатора проекта еще предстоит изучить историю их создания. Лица рабочих, они азиатского типажа. Вот эти вот интересные особенности. И вот в селе Ой автобусная остановка сделана очень грамотно, очень красиво. Там тоже азиатские, вот наши якутские персонажи нарисованы вот в барельефе. Это очень классно. Единственное, что беспокоит общественников, одна из 2 остановок, которые будут восстанавливать нерабочие. Действующая остановка, по всей видимости, из соображений безопасности, находится в метрах 100 под открытым небом. И жители села этим фактом недовольны. Можно было вот эту остановку вон туда поставить. То есть вы хотите, чтобы перенесли? Ну да, конечно. И вот это, и пешеходный переход же должен быть сзади автобуса, а не спереди автобуса. Инициаторы проекта обратились к городским властям, которые, в свою очередь, предложили перенести остановку за свой счет. Будет ли это сделано и из чего кармана оплачено, пока неизвестно. Между тем, новость о восстановлении остановок советских времен после публикации в СМИ неожиданно получила множество откликов. А директор одной из местных кинокомпаний тоже, как оказалось, планировал подобные работы. В следующем году он намерен снять фильм, где в кадре как раз будет одна из таких остановок. Один из главных героев в нынешнем времени, в нынешнее современное время сидит на скамейке на этой остановке и вспоминает свою юность. И в этот момент как раз у нас будет проезжать автобус, меняется обстановка, то есть восстанавливается первоначальный облик этой советской остановки. Поэтому у нас сразу мы решили, что будем снимать эту сцену и обязательно будем восстанавливать эту остановку. Теперь единомышленники намерены обмениваться опытом и координировать свои действия. То есть надо старую соскоблить. Да, должны соскребать все, вот это вот все, старую краску, загрунтовать, и мы должны все покрасить. Хотя у каждого свое видение и мотивы объединяет одно – стремление сохранить историю. И этот вопрос сам задаются, когда, например, оставляем бюст Ленина или нет. Вот когда вот задаемся этими вопросами, нужно вспоминать, что это история поколения наших родителей, и необходимо, я думаю, их сохранять. Это советская тематика для меня очень близко. Тут прошло мое детство. Я тут мимо ездил на велосипеде все свое детство. А когда она и вот ее коллеги, это совсем другое поколение. И мне очень приятно, что вот этому другому поколению интересна вот именно наша советская история, советская архитектура, советский дизайн. И люди будут фотографироваться обязательно. Хотя бы на основе этого начнут интересоваться историей. Ну, так что я думаю, это нужное и правильное дело. Многие уже привыкли к таким вот одинаковым с виду, но теплым и комфортабельным автобусным остановкам, где зимой можно согреться и даже зарядить телефон. А интересно, как горожане отнесутся к идее восстановления старых советских остановок, красивых, но, к сожалению, без удобств? Этот вопрос мы зададим нашему утреннему гостю. Тему восстановления остановок советских времен и в целом о советском наследии мы поговорим сегодня с Ириной Дмитриевной Алексеевой, главный архитектор Республики Саха-Якутия. Доброе утро!
Доброе утро. Расскажите, а вообще много ли архитектурного советского наследия в Якутии, которое имеет вот именно ценность культурную, историческую? Но вообще все российские города, естественно, сохраняют на своем внешнем облике так называемые исторические пласты. В зависимости от эпохи архитектура каждый раз разная, и именно советский период, он как период, когда массово возводились города в стране, конечно же, оставил особый отпечаток на всех городах, и в том числе и у нас в городе Якутске. Город Якутск, имеющий почти 400-летнюю историю, сейчас, наверное, вот основная масса зданий, они появились как раз в советское время. И среди множества простых типовых зданий есть объекты уникальной архитектуры, которые обязательно надо сохранять, восстанавливать и оставлять как историческое архитектурное наследие нашего города. А вот кто определяет, вот, что можно восстановить, что вот подлежит именно реконструкции? Есть ли реестр какой-то определенный? Есть реестр вообще по объектам культурного наследия, но, к сожалению, в этом реестре сегодня объектов советской эпохи практически нету. Вот. Я думаю, что просто это должно прийти время. Например, понятно, что к этим объектам относятся объекты эпохи рубежа 19-20 века, которые сегодня активно в Якутске восстанавливаются. Их не так много, но они есть. И, скорее всего, придет время, когда мы будем больше ценить эти объекты. Например, проспект Ленина у нас сам как достопримечательное место. Жилые дома, которые стоят вдоль проспекта Ленина, это стиль сталинский ампир. И мало кто знает, например, эти эркеры, пусть они не такие богатые декором, как в других городах, но тем не менее это действительно эпоха, которая иллюстрирует то время. Кроме улицы Ленина, какие еще объекты может быть, в республике, может быть, также в Якутске? Есть у нас прекрасные, замечательные объекты, которые иллюстрируют стиль советский модернизм. Например, мало кто знает, что даже здание Саха-театра, которое было спроектировано московскими архитекторами, вот тот художественный облик, который мы сегодня видим, это участие наших якутских архитекторов и художников. Ведь как раз эпоха, когда проектировались и строились, в основном типовые объекты, они отличались друг от друга тем, что в каждом городе, в каждом регионе участвовали именно местные художественные сообщества и очень крупные мозаики, какие-то панно расписные. Например, в Саха-театре мы знаем панно, расписанное Афанасием Осиповым. Или во внешнем облике здания, например, есть декоративные деревянные элементы, очень интересные, с якутским орнаментом. Это работы нашего якутского архитектора Ивана Семеновича Лукина, который сегодня здесь в Якутске живет. Например, очень мощные объекты, практически брутализм, характерные почерку Иннокентия Алексеевича Слепцова. Это тоже наш коллега, который работал в советское время. И, допустим, монумент павшим, который стоит в районе Старого города, это вот его почерк. Или здание Института гуманитарных исследований с уникальными просто архитектурными элементами. К сожалению, они сегодня, конечно, нуждаются уже в ремонте, в капитальном ремонте. И очень обидно бывает, когда такие объекты, не понимая ценности, собственники могут просто покрыть какими-то сегодня недорогими композитными материалами, какими-то навесными. Которые приводят к разрушению. Да, которые приводят к потере уникального первоначального облика. Вот если вернуться обратно к остановкам советского времени, то есть, насколько известно, они были более открытые. То есть, а сейчас у нас, опять же, зима была прошлая, очень холодная. Люди все-таки предпочитают в комфорте ожидать автобус. Вот как горожане, жители относятся к тому, что восстанавливают именно советские? Вообще таких остановок единицы, понимаете? И очень важно как раз в основной массе остановок, которые есть в городе, которые, конечно, нужно сегодня строить уже в том состоянии, которое характерно для нашей эпохи, для 21 века. Но вот эти уникальные объекты, их не так много, и в основной массе у нас не так много теплых остановок, их нужно продолжать строить, конечно, но вот именно ценность этих остановок заключается в их в каком-то художественном оттенке, потому что такие барельефы интересные. Это же история, которую люди иногда нельзя оценивать историю чисто материально, да, иногда это все-таки больше духовная ценность. И если восстановить эту остановку для того, чтобы она защищала от ветра, от снега, от осадков, то она может еще долго прослужить. И абсолютно эти остановки не будут лишними в том количестве остановок, которые в городе
сооружаются. Ну, изначально как бы эти остановки планируется восстанавливать с целью использования людьми, а не как исторические объекты. Да, конечно. Именно с целью использования, потому что у нас в городе сегодня многие остановки, к сожалению, особенно те, которые вот сейчас сооружаются в рамках там, строительства дорог, они не имеют особой архитектурной ценности. И вот, как я уже подчеркнула, именно такие объекты, которые имеют архитектурную, историческую ценность, культурную ценность, конечно, необходимо оставлять, и они также функциональны, как и те остановки, которые сегодня возводятся на территории города. А все ли можно вот сейчас тех советских времен объекты вписать в наше современное пространство? Но не нужно их вписывать, а нужно, наоборот, новое, то, что мы строим, вписывать в контекст существующей застройки. И здесь тоже нужно очень тонко работать, потому что когда мы возводим новое, мы иногда просто берем и там сносим все старое. Но есть среда, которая тоже требует, ну, наверное, больше аналитики, больше серьезного подхода, потому что иногда мы за быстрыми решениями теряем какие-то ценности человеческие. Поэтому, наоборот, я бы говорила о том, что не старые объекты нужно вписывать в новую среду, а новую среду очень аккуратно вписывать в тот контекст, который накладывает на себя, ну, на тело городов история. Большое спасибо. Мы желаем вам успехов вот в вашем именно этом проекте, друзья. А мы в начале нашего эфира сегодня задали вопрос: как вы относитесь к тому, что в нашем городе современном, модернизированном будут восстановлены такие советские остановки? Свои ответы, друзья, свои варианты, размышления отправляйте к нам на номер WhatsApp 8 914 273 44 88. В конце эфира мы озвучим ваше мнение и подведем итоги. Но вообще тема возвращения к историческому прошлому, она была популярна во все времена. И, кстати, именно сегодня, 30 лет назад, в 1991 году, было принято решение Ленинград переименовать в город Санкт-Петербург. Потом в разные годы все равно поднимался этот вопрос, и у данного города на Неве есть несколько, аж целых 3 названия. То есть его называли и Ленинград, и Петергоф, и Петроград, и Санкт-Петербург. А какие еще интересные даты события выпадают сегодня на 6 сентября, мы узнаем в нашей следующей рубрике. На календаре 6 сентября. Сегодня отмечают День чтения книги, День кофейного мороженого, День борьбы с прокрастинацией, День полетов над землей. По народному календарю в этот день чтут память святого мученика Евтихия. В старину в этот день начинались посиделки. Женщины собираются группами, занимаются рукоделием и рассказывают истории. Пожилые женщины в этот день совершали обряд, который помогал привлечь удачу до начала зимы. Также следили за приметами. Крик синиц предвещал ненастную погоду. События в этот день. В 1689 году заключен Нерчинский договор, первый договор между Россией и Китаем. В Москву прибыл памятник Минину и Пожарскому. Он был отлит в Санкт-Петербурге и доставлялся водным путем через Нижний Новгород. В 1936 году учреждено почетное звание «Народный артист СССР». Первыми его были удостоены Константин Станиславский, Владимир Немирович Данченко, Василий Качалов и Иван Москвин. Последними в 1991 году ими были награждены Софья Пилявская и Олег Янковский. В Ленинграде открылся Государственный театр эстрадных миниатюр под руководством Аркадия Райкина. В 1991 году Ленинград был переименован в Санкт-Петербург. В этот день родились Иван V, русский царь, брат Петра I. Джон Дальтон, английский ученый, член Лондонского королевского общества. Эдвард Виктор Эпплтон, английский физик, нобелевский лауреат. Григорий Якфельд, советский драматург, сценарист и детский писатель. Сергей Островой, советский и российский поэт-песенник. Геннадий Шпаликов, советский поэт, кинорежиссер и сценарист. Юрий Шатунов, российский эстрадный певец, заслуженный артист России. Именины в этот день отмечают Серафим, Петр, Максим, Кузьма, Егор, Денис, Георгий, Арсений.
И вот уже есть сообщение на наш номер WhatsApp. Конечно, необходимо сохранить такие остановки. Это своего рода архитектурные памятники советской эпохи. Друзья, может быть, ваше мнение иное, может быть, точно такое же. Мы предлагаем вам участвовать в нашем интерактиве. Отправляйте свои варианты ответов, свои размышления на наш номер WhatsApp 8 914 273 44 88. А тема нашего интерактива сегодня: надо ли восстанавливать исторические советские остановки в городе? Ну а сейчас, друзья, на очереди наша рубрика «Гороскоп». Давайте узнаем, что же нам нашептали звезды на эту неделю. Овны. Оптимизм. Вот что сейчас поможет справиться с любыми проблемами. Сложнее всего дела будут обстоять с финансами. Возможно, потребуется кредит. Заручитесь поддержкой близких. На работу старайтесь не опаздывать. Начальство будет придираться даже к мелочам. Тельцы. Период может оказаться судьбоносным. Если сейчас вам захочется реализовывать какую-либо идею, тогда дерзайте. С возлюбленным старайтесь держать нейтралитет и не ссориться. Если сами окажетесь виноваты, обязательно попросите прощения. Близнецы, старайтесь держать в тайне от окружающих важные события, которые будут происходить в вашей жизни на этой неделе. Опасайтесь врагов и сплетников. Время благоприятно для любых начинаний, особенно если вы планируете смену деятельности. 7 сентября загружайте себя по минимуму. Раки. Важные дела можно и нужно планировать именно в данный период. Звезды сойдутся наилучшим для вас образом. Не бойтесь работы. Вы все успеете и получите вознаграждение. Старайтесь не обсуждать никого за спиной, иначе вскоре тайное сможет стать явным. Львы, жизнь заиграет новыми красками. Побалуйте себя чем-нибудь, будь то покупка нового гаджета или просто вкусный ужин в ресторане. В период с 6 по 8 сентября не берите деньги в долг, даже если нужда будет заставлять. Вот увидите, дальше будет легче. Больше гуляйте сейчас. Это полезно для вашего здоровья. Девы, события могут выйти из-под контроля, чем могут доставить немало неприятностей. В данное время лучше рассчитывать только на себя. Дела начнут налаживаться с 9 сентября. В этот день запланируйте приятную встречу с друзьями. Весы. Помириться после ссор, которые произойдут в данный период, будет не так-то просто. Так что не затевайте конфликты зря. Всерьез задумайтесь о переменах в жизни. Они давно стучатся в вашу дверь. Хороший период, чтобы посвятить время своим интересам и хобби. Скорпионы, смело соглашайтесь на незапланированные поездки. Они подарят незабываемые эмоции и опыт. Время благоприятно для свадеб и прочих торжественных мероприятий. Но следите за своей речью особенно тщательно. Велик риск обидеть хорошего человека. Стрельцы, к новым знакомым присматривайтесь тщательнее, чем когда-либо. Велик риск встретить на своем пути мошенника. Во второй половине недели стрельцы будут подвержены хандре. Развеять ее помогут вечера, проведенные в теплой компании с друзьями и семьей. Работа может подождать. Козероги, будьте готовы к тому, что сейчас вы не будете ничего успевать. Дела начнут накапливаться, а вы начнете нервничать. Может быть, пора уже взять отпуск и отдохнуть? Умиротворение в эти дни принесет работа с землей. Например, вы можете пересадить комнатные цветы. Водолеи, деньги придут откуда не ждали, но вам придется буквально тут же их потратить. Не переживайте на этот счет. На работе может подвернуться интересный проект, который принесет продвижение по карьерной лестнице. Новые знакомые станут хорошими друзьями. Рыбы, в вашей семье может возникнуть недопонимание между домочадцами. Миротворцем придется выступить вам. В этот период не помешает устраивать сюрпризы для второй половинки. Наиболее благоприятные дни для этого 9 и 11 сентября. И ждите от них ответных действий. На наш номер WhatsApp пришло вот такое замечательное сообщение. У нас сегодня ночью были заморозки, -7, и родились такие строчки. Утро туманное, обледенелое, цветы заморожены, смотрят испуганно, листья умяты, заиндевелые, солнце все выше, жизнь продолжается. Друзья, начинайте свое утро вместе с хорошим настроением, вместе с нашей программой «Утро Якутии» на телеканалах «Якутия-24» и НВК «Саха». А прямо сейчас к нам присоединилась наш новостной обозреватель Кристина Якупова с последними и актуальными новостями.
Республика в ходе Восточного экономического форума подписала более 40 соглашений на 25 миллиардов рублей. Об этом сообщил глава Якутии Айсен Николаев. Так, они коснулись сфер, начиная от креативной индустрии и заканчивая социально-экономическим развитием региона. Айсен Николаев отметил, что все соглашения были заранее проработаны. Мы заключили 41 соглашение на сумму порядка 25 миллиардов рублей. Вместе с тем спектр подписанных соглашений очень большой, начиная от вопросов, связанных с креативными индустриями, заканчивая уже, например, соглашением с Забайкальским краем о дальнейшем сотрудничестве в области социально-экономического развития региона. Конечно же, и все соглашения, они были заранее проработаны, был большой подготовительный период. Я благодарю правительство, муниципалитеты, наши корпорации, компании за подготовку этих больших соглашений. И, конечно же, есть соглашения, которые совсем новые. В частности, например, соглашение с Дом РФ о финансировании строительства социальных объектов на территории объектов новой жилой застройки в Якутске и в Нерюнгри за счет инфраструктурных облигаций. В Якутске почтили память заслуженного тренера СССР Дмитрия Коркина, давшего начало развитию вольной борьбы в Якутии. В этот день спортивная общественность, ученики и родные возложили цветы к памятнику и вспомнили труды и заслуги добрыми словами. Дмитрий Коркин является гениальным тренером. Он не только воспитал множество якутских борцов, но также внес большой вклад в развитие вольной борьбы по всей стране. В стенах его школы воспитывались 448 борцов, из которых вышли 175 мастеров спорта, 12 мастеров спорта международного класса, 4 заслуженных мастера спорта. Просто я хочу отметить, мы живые свидетели, которые сейчас мы находимся, живем, и показали результаты благодаря методике Дмитрия Петровича Коркина. Поэтому это раскрывать, это изучить у нас должны изучить наши тренера и специалисты по спорту. Это очень великое дело было бы. Есть у нас талантливые дети, просто их надо, как Дмитрий Петрович Коркин, воспитывать, тренировать. Сборная России заняла 4-е место в медальном зачете Паралимпийских игр в Токио. Так, спортсмены завоевали 36 золотых, 33 серебряные и 49 бронзовых наград. 1-е место в общем зачете заняли китайские спортсмены, 2-е – британцы, 3-е – американцы. Сборная России побила рекорд по количеству завоеванных медалей на Паралимпиадах. Российские спортсмены выиграли 118 наград. Команда России превзошла достижение, которое было установлено на Паралимпийских играх 2012 года в Лондоне. На этом у меня вся информация. Коллеги, передаю вам слово. Большое спасибо, Кристина. И вот прямо сейчас на наш WhatsApp пришла вот такая замечательная картинка с подписью «Такие украшения, такие аксессуары делает моя знакомая из группы». Друзья, вы можете видеть их на экране. Очень красиво. То есть человек, видно, что подошел с душой. А вот сколько это может стоить? От 200 рублей до 5000. Между прочим, ручная работа, она ценится всегда. Но немногие рукодельницы превращают свое хобби в доход, потому что не хотят лишиться удовольствия во время изготовления. Олеся Васева встретилась с ленскими рукодельницами и узнала, как же они совмещают приятное с полезным. Вот она мне сейчас кажется такой смешной, такой забавной. Вижу, конечно, все свои ошибки. Но вот сейчас вот пришла мысль, что надо обязательно повторить и связать сейчас вот еще такую сову, но уже более опытным взглядом, что ли. Опыт копится уже 5-й год. Столько лет назад Елена Саяпина отложила в сторону спицы, шарфы и шапочки и взялась за крючок и игрушки. Первую увидела в интернете и загорелась. Преодолев смущение, закупила подходящую пряжу. Взрослая, а собралась игрушки вязать. Сейчас это любимое хобби. Больше удовольствия, наверное, получаю, когда уже вижу готовое изделие и вижу реакцию на это изделие. Потому что чаще всего вижу игрушки, а игрушки чаще покупают дети. И когда ребенок видит ее, берет в руки, и вот эти вот эмоции, их сложно передать, потому что дети не умеют врать.
Начиналось желание порадовать своих детей, а превратилось в дополнительный заработок. Лена охотно берется за заказы. Игрушка в среднем стоит 1200 рублей. Сама же работа в удовольствие. Не зря каждую лишнюю минутку мама 2 детей и хозяйка большого дома тратит на вязание. Не пожалеет и совета для начинающих. Как говорят опытные рукодельницы, начинать вязать куклы лучше полухлопковой нитью, так лучше видно ряды. А вот такую модную плюшевую лучше оставить на потом, когда наберешься побольше опыта. Чтобы подобраться к сложной плюшевой пряже, 13-летней Ксюше Ивановой хватило полгода. Девочка начала вязать этой зимой и так увлеклась, что не заметила, как начали поступать первые заказы. Мама вязала спицами, у меня спицами не очень получилось, я решила вязать крючком. Вязала сначала просто одежду для игрушек, а потом решила связать саму игрушку, у меня получилось. Я подарила ее на Новый год подруге. Я начинала сначала с шерстяной пряжи, потом плюшевая и полухлопок. Все игрушки Ксении уникального дизайна. Не пользуются ни схемами, ни мастер-классами. Вяжет, что называется, на глаз. Мама такое увлечение только поощряет. Помогает с ведением странички в Инстаграме. Рада, что дочь сама может зарабатывать на карманные расходы. Суммы почти символические. 300 рублей за вот такую погремушку. При этом кукла для сестры, судя по сайтам рукоделия, вполне могла бы потянуть 1000 на 3. Но у ленских рукодельниц одна схожая черта. Удовольствие от вязания они ставят выше заработка. Олеся Васева, Анастасия Белокреницкая, телеканал «Алмазный край». Для таких самозанятых и отдельно для бизнеса с центром «Мой бизнес» запустили недавно специальные бесплатные услуги. Вот какие услуги и как поддерживают предпринимателей в центре, мы поговорим с гостем нашей студии. Ирина Юрьевна Никифорова, заместитель генерального директора центра «Мой бизнес». Доброе утро! Расскажите, пожалуйста, какую помощь начинающим свое дело можно получить в вашем центре? И услуги оказываются по принципу одного окна. Это государственные и муниципальные услуги для бизнеса, это услуги институтов поддержки предпринимательства и банков-партнеров. Ну и кроме, получается, консультации, кроме информационной поддержки, мы также реализуем образовательные программы для бизнеса, реализуем программу выращивания поставщиков, и также нами оказывается имущественная поддержка на базе бизнес-инкубатора. Кроме этого, мы проводим деловые мероприятия для предпринимателей. Это, получается, бизнес-миссии, биржи контактов. И организуем также участие предпринимателей в межрегиональных выставках. То есть любой бизнесмен, в принципе, может к вам подойти, обратиться за помощью, проконсультироваться. Наверное. А вот как быть именно с предпринимателями из районов? Куда они могут прийти? Ну, на сегодняшний день в центре «Мой бизнес» действуют 30 обособленных подразделений в муниципалитетах. Кроме того, в 15 центров оказания услуг у нас открыты в 15 районах. И в этом году мы также планируем открыть еще 5 центров оказания услуг «Мой бизнес» в Булунском, Среднеколымском, Оленёкском, Черепчинском и Ленском районах. А вот как активны именно предприниматели в районах? Часто ли они обращаются? Какой помощи они чаще нуждаются? Может быть, какая-то есть статистика? Да, предприниматели в районах очень активны. Чаще они обращаются с консультационной поддержкой по мерам финансовой поддержки, ну и по другим мерам поддержки также. Это все проходит в очном формате, вот все эти консультации, или есть какая-то онлайн-платформа? Можно получить консультацию как очно, так и есть у нас онлайн-платформа. Это портал малого и среднего предпринимательства Якутии, там есть линия прямых обращений. Также у нас есть номер WhatsApp, на который мы тоже отвечаем. Где есть информатор, который может... Да. Можете озвучить его? Может быть, как раз сейчас те самые предприниматели, самозанятые смотрят нас, и вот для них это полезная информация, чтобы они сразу ее зафиксировали. Я могу озвучить номер горячей линии, это 8 800 100 58 80. Это горячая линия общая, бесплатная, и по этой горячей линии вы можете задать любой вопрос. А ваши услуги постоянно обновляются. Мы знаем, что есть какие-то новые услуги именно для предпринимателей. Как можно обратиться, что они под собой подразумевают? С нами разработан комплекс мер поддержки. Пакет услуг подразумевает, получается, масштабирование и развитие бизнеса. То есть, к примеру, если
взять предпринимателя, который занят в сфере народно-художественных промыслов, то мы ему предлагаем 3 взаимосвязанные услуги. То есть это разработка бренд-бука по его продукции. Далее с этим же разработанным бренд-буком он получает услугу по изготовлению упаковки. И третья услуга – это SMM-сопровождение, которое включает в себя рекламу в сети Instagram и контент-план для дальнейшего ведения странички. То есть в конечном итоге он получает полностью упакованный продукт. А на каком этапе к вам может обратиться вот именно предприниматель или тот же самый рукодельницы, которые вот вроде бы для них это хобби, но какой-то доход они получают? Они себя, может быть, и не чтят, и как-то не думают, что они предприниматели, но доход имеют со своего дела. Вот на каком этапе им лучше подойти пораньше, чуть позже, имея опыт или имея базу, и вот воспользоваться вашими услугами, чтобы как бы не допустить на начале построения своего бизнеса каких-то ошибок? Ну, к нам обращаются как предприниматели, самозанятые, так и физические лица, которые планируют начать свое дело. И среди них бывают и пенсионеры, и студенты, и даже школьники. Так что каждый может найти ответ на свой вопрос. А вот как продвигать свой бизнес вы помогаете? Кроме того, что вы как бы контент-планы, им вот медиаплан составляете, есть какие-то еще дальнейшие вот именно продвижения, приемы? Да, нами сформировано 13 комплексных услуг. Среди них есть и сертификация продукции, и разработка сайта, и изготовление полиграфической, рекламной продукции, ну и много других полезных услуг. В принципе, каждый найдет для себя что-то нужное. А есть ли какой-то универсальный совет тем самым самозанятым, что следует делать, а к чему лучше даже не притрагиваться, даже и не пробовать? Нет, универсального совета нет, это индивидуально. То есть самозанятые, они же реализуют то, что умеют сами. Поэтому здесь индивидуально, наверное, скорее всего. А вот что касается того, что для того, чтобы бизнес работал на тебя, нужно поработать на бизнес, то есть много ли вложений для тех же самых самозанятых, рукодельниц, которые вяжут, шьют, нужно вот на первоначальном этапе? Здесь тоже индивидуально. В принципе, это все зависит от вида деятельности, и мы также предлагаем услугу разработки бизнес-плана, технико-экономических обоснований, так что с этой проблемой тоже можно обратиться к нам. Вот что касается нашей республики, а может быть Якутска, много ли уже самозанятых, которые зарегистрировались, какая поддержка им оказывается и с какими вопросами чаще всего обращаются? Сейчас, по данным Федеральной налоговой службы, зарегистрировано более 11 тысяч самозанятых. Уже сегодня они могут воспользоваться всеми теми мерами поддержки, которые предназначены для предпринимателей, в том числе это финансовая поддержка. В этом году запланировано 3 мероприятия по финансовой поддержке. Это возмещение части затрат предпринимателям и самозанятым, которые заняты в сфере местного производства. Второе мероприятие – это возмещение части затрат для самозанятых и предпринимателей, которые заняты в сфере придорожного сервиса. Это вот кафе, шиномонтажки, которые находятся на федеральной трассе. И третье мероприятие – это поддержка социальных предприятий. Большое вам спасибо, друзья. Ну, в общем, вы теперь знаете, куда можно обратиться, а мы буквально на несколько минут прервемся. Что делать, если вам вдруг не возвращают долги? Если у вас знакомый попросил в долг, ну, хотя бы примерно на какой-то стартап, что делать? Как показывает, согласно недавний опрос, проведенный изданием «Коммерсант», практически 49%, почти половина россиян, не хотят давать друзьям в долг, именно потому что боятся, что им его после не вернут. Как поступить в этой ситуации, вам помогут советы нашего юриста. Доброе утро! Сегодня мы поговорим о такой насущной проблеме, как составление расписки. Расписки бывают денежные и долговые. Сегодня нас интересует именно долговая расписка, которая выдается при займе денежных средств. Для чего она нужна? Расписка нужна в том случае, если должник не возвращает вам сумму займа в срок или отказывается в принципе возвращать, ее необходимо в оригинале представить в качестве доказательства передачи денежных средств в суд. Именно в оригинале. Нужно знать, что в расписке указывается место ее составления, естественно, кто берет займ, то есть фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место регистрации, желательно еще дату рождения.
Сумма займа. Сумма займа обязательно прописывается прописью. То есть не просто цифры, потому что цифры можно подправить, откорректировать, а именно прописью прописывается сумма, которую вы берете. Далее указывается, на какой срок берется займ, то есть до какого срока займ должен быть возвращен и кому. Дальше ставится дата составления расписки и подпись заемщика. Что нужно учесть при составлении расписки? Расписка, безусловно, может быть составлена в электронном виде, то есть мы ее распечатываем с компьютера и дальше ставится от руки подпись. Но это нежелательно. Почему? Потому что может быть отказ. То есть должник не признает, что это он давал вам расписку. Следовательно, лучше, чтобы расписка составлялась от руки. Напоминаем, что также желательно составлять расписки и к договору займа. Даже если договор займа составляется нотариально, необходимо, чтобы расписка была о получении денежных средств от руки, потому что зачастую нотариусы не подтверждают передачу денежных средств. Передачу наличных денежных средств, если они идут не перечислением, подтверждает именно расписка. И тогда требования к ней аналогичны. Ну, конечно, нужно быть очень внимательными. Любая, даже небольшая сумма, которая передана без подтверждения, то есть без расписки, ее очень сложно будет вернуть. Также, если сумма крупная, зачастую привлекаются свидетели. Свидетели аналогично внизу расписки расписываются, что они присутствовали при передаче денежных средств в таком-то размере, между такими-то лицами указывают свои паспортные данные, а также ставят дату и подпись. Это очень хорошая практика, потому что если идет речь о крупной сумме, то эти свидетели могут быть свидетелями в суде, которые подтвердят, что именно они присутствовали в день передачи займа. Будьте внимательны, осторожны, и тогда все у вас будет хорошо. Доброе утро, друзья! Просыпайтесь вместе с нами, будите республику, будите этот город. И прямо сейчас на наш WhatsApp присылают горячие приветы из Абыйского улуса. Сегодня утром у нас ветрено, а ночью даже шел дождь. А есть такое сообщение. Доброе утро, Якутск! Мы сегодня едем на дачу картошку копать. Всем привет от Татьяны. Мы также присоединяемся и передаем привет Татьяне. Кстати, да, сейчас у дачников и огородников самая горячая пора сбора урожая. А наш садово-огородный эксперт расскажет, какие есть секреты о садово-культурных культурах. Доброе утро, уважаемые телезрители и уважаемые дачники. Ну вот, мы ждали, и каждый дачник уже подводит какие-то итоги, что у него выросло за это лето. Ну, наверное, вот начнем с наших любимых помидор, с томатов, которые я уже много-много лет выращиваю благовест. Благовест, конечно, такой молодец он, и отдачу такую дает, и никогда без урожая не останешься. Это гибрид. Премиум семена Спасская башня. Очень вкусные они. И тоже очень-очень крупные. Кисти у них вообще мощные вот такие. Это я ножницами поранила, когда срезала. Вот такие они. И очень вкусные, сладкие, розового цвета. Томат какаду гибрид. Они больше яблок, вот такие. Вот это с одного куста. Дальше вот такие продолговатые помидоры. Это императрица. Императрицы, они тоже крупные, и спеют быстро, они очень. И очень много их, они очень урожайные. Любимые мои помидоры, конечно, это Мазарини, Кардинал. Они одинаковые. Кожица тонкая очень и очень-очень вкусные. У них мякоть такая приятная, вкусная, что прямо вот хочется их есть. Еще желтые лимонные помидоры. В них, конечно, много и витамина С, и очень вкусные, они приятные на вкус помидоры. Мы очень любим перец выращивать, сладкий перец. Русский размер. Вот такие перцы. Вот на кусту бывает 3-4 вот таких перца. И вот такие потом идут за ним на это. И весь куст усыпан. Он очень-очень урожайный. Это снегопад. И он действительно снегопад. Это что-то. Он начинает, как посадишь его, он сразу же начинает плодоносить. И без перца не будете.
И вот уже вот такие, допустим, на фаршировку сразу идут. Вот из красных перцев, это, конечно, мегатон и голландец тоже. Они похожи с русским размером, но это голландец. Вот, они быстрее спеют, быстрее они созревают, эти перцы. И теперь постоянно перешла на белые баклажаны. Вот этот сорт нежнейший называется. Вот жизель. Жизели, они небольшие здесь. Вот такие вот растут они. Дайкон вот такой я выращиваю, да. Я его сажаю вообще в конце июня. И постоянно осыпаю золой его, чтобы его никто не съел, ничего. И вот он вырастает, вот сейчас даже его много, но он вот такой сочный и не тронутый никем. А вот эта тыква ананасовая, вот эта вот, она очень вкусная. И несколько штук вот больших таких у нас, и вот очень практичные, вот такие вырастают. Они сочные, очень вкусные, и в кашу можно добавлять. И даже я ем их, допустим, сырыми. Ну и все, наверное, выращивают кабачки. Значит, вот эти желтоплодные, очень вкусные они, кабачки идут. И, конечно, вот это кавели, искандер. Я желаю всем здоровья и всем всего доброго. Доброе утро всем, кто просыпается с нами. Друзья, вы знали, что можно стать крестным не только знакомого малыша, своих знакомых, но а также очень интересного и любимого всеми нами животного. Во французском зоопарке Боваль, который показал детеныши панды, которые родились месяц назад. Малышей, между прочим, зовут Флёр де Катон и Петит Нейш. И вот, между прочим, у посетителей этого зоопарка есть возможность стать их крестными. Узнаем в следующем сюжете. Посетители зоопарка Боваль во Франции могут полюбоваться на детенышей панды. Малыши появились месяц назад, но уже нагуляли вес и обросли мехом. Впрочем, окружающий мир им исследовать еще рано. Глаза не открылись, и сами они едва-едва ползают. Так что и смотрители, и мама Хуан-Хуан пристально следят за детенышами. Их, к слову, назвали Флёр де Катон и Петит Нейш. Сотрудники зоопарка Боваль рассказали, что малыши и медведица находятся в отличном состоянии и занимаются любимым делом панд – спят. Младенцы проводят от 1 до 3 часов со своей матерью, когда кормятся. Помощь в уходе за животными оказывают 2 эксперта из Китая. Сейчас поклонники панд могут воспользоваться уникальным предложением и стать крестными родителями для Флёр де Катон и Петит Нейш. Зоопарк собирает средства на исследование и охрану окружающей среды. Действительно, очень умилительное зрелище, и я думаю, желающих стать крестными вот этих вот маленьких панд очень много. Доброе утро, друзья! Как говорится, понедельник – день тяжелый, и многие из нас начинают этот понедельник с чувством того, что нужно было в воскресенье лечь пораньше, и очень хочется спать. Ну, а между прочим, друзья, мы покажем вам в следующем видео про тех, кто любит поспать очень и очень долго. На нем очаровательные ленивцы. Спят эти спешные комочки по 12 часов в сутки. Ну, а также могут и дремать еще до 20 часов. Разве это не повод для зависти у жителей мегаполиса? Давайте пожелаем нашим ленивцам сладких снов, сочных фруктов и овощей. Ну, а нам, конечно же, высыпаться. В начале нашего эфира мы задали вам вопрос, наши друзья. Но перед этим мы рассказали о том, что в Якутске и вообще по всей республике сейчас восстанавливают автобусные остановки советского времени. И этому и была посвящена тема нашего интерактива. Стоит ли это того? Стоит ли восстанавливать в нашем современном мире советские архитектурные строения? Как вы к этому относитесь? Что вы думаете по этому поводу? Вы знаете, друзья, нам написали многие люди, и в основном мнение сходится в том, что это действительно, это наше культурное наследие, что стоит их восстанавливать, что
тем детям, которые только подрастают, мы можем по ним рассказывать историю нашего прекрасного государства. Друзья, ну а мы потихоньку подводим к концу наш эфир. И большинство из наших телезрителей, я думаю, зарядились хорошим и отличным настроением, которое вам даст те самые необходимые силы на эту рабочую неделю. И в завершение нашего эфира давайте, друзья, посмотрим о тех строениях советского времени есть в других городах. Доброе утро!